Это Катрат. Да, это Катрат. В золотом... Катрат на Волге. На Волге. Можно назвать так. Переправа называется. 7 век. Основоположник государства Волжской Болгарии, Серебряной Болгарии. Это Катрат. Переходит Волгу. Он на плоскости воды. Естественно, тогда Волга была, вернее, не такая обширная. Она не была водохранилищем. Волга была Волгой. Там десятки, сотни островов. Были места, даже по грудь переходили Волгу. Поэтому было то время, когда Катрат своим народом пришел сюда на Волгу, переходит. Мы запечатлели тот момент. Он короной, он идет флагом, где символ дула, мы видим его символические элементы. Мы не видим в нем войск. Он на Волгу пришел не как завоеватель, он пришел сюда как созидатель. Основатель государства. Да, основатель государства, созидатель. Собиратель земель и народа. Тут десятки, наверное, даже не десятки, а сотни национальных групп было. Они сдружились, а в целом чуть позже стали государством Волжской Болгарии. Поэтому до сих пор живем на Волге, более сотни национальных групп. Мы как одна семья. Я уже где-то говорил, что в моей семье 6 национальностей у папы с мамой. Так что мы дружим, мы вынуждены жить дружно и вместе. Одной семьей. 6 Да, стран. конечно, да, семья. Волжская Болгария, она существует, у нас чувашский народ живет и процветает, дай Бог. Хотя многие говорят, мы вымираем, это может быть сокращается народ, там прочее, мы эмансипируемся, там прочее, но народ остается. Это прежде всего мы видим, мы стали обладать 3-4 языками, как первый президент Чувашии говорил, 2 языка, 2 ума, 3 языка, 3 ума. Мы становимся умнее, мы богаче становимся, потому что, обладая культурой соседних народов, мы становимся духовно богатыми людьми. Поэтому это очень важно. Ну, честно говоря, я сегодня был настроен провести круглый стол. Вот будем считать, мы его уже проводим. Да. Круглый стол называется «Там, где я, Болгария». Поэтому здесь мы стоим, болгарский, да, болгарский флаг, это флаг наших дунайских братьев, потому что приезжая туда, в Болгарию, Дунайскую Болгарию, я вывешиваю свой флаг. На фоне, где я выступаю на конференциях, на форумах, обязательно висит наш чувашский флаг. Это можно, вот я могу показать его, фотографии, прочие, фильмы засняты. Так. По поводу установки скульптур, связанных с историей народов, чебоксаров, видимо, все мы не просим, не пишем официальные письма, говорит Владимир Болгарский. Да и сами скульптуры об этом не просят. Мы не только не просим, мы уже надоели, честно говоря, всем представителям нашего руководства и Министерства культуры. Наверное, в течение 10 лет работаем над тем, чтобы они только хотя бы услышали нас, понимаете? Поэтому я хочу сказать, рождаются не благодаря, а вопреки всему, что творится у нас в обществе, вот эти известные уже, довольно известные Исторические персонажи. да, исторические памятные знаки. Вот, благодаря Владимиру Болгарскому мы установили 2 года назад Фанагории. Как мы знаем, Фанагория была столицей Великой Болгарии. Поэтому эти работы уже живут. Живут и торжествуют, они тянут за собой, естественно, шлейфом. Многие писатели стали говорить об этом, писать, художники тоже создают свои образы.
Николай Григорьевич, расскажите, кто первый здесь Кубрат и следом какие цари идут? Вот. Ну, это и так понятно. Тут даже не нужно задаваться вопросом. Первый Кубрат, естественно, сын его, значит, Катрак, вернее, Аспарух и Катрак. Потому что, ну, были остальные другие сыновья. Мы не стали, как бы отталкивались от себя, собственно говоря. Мы болгары-чуваши, поэтому наш предводитель – это Катрак. Осторожно. Все благодарно. Вот сейчас. Ага, все нормально. Вес чуть-чуть кунара. Чуть-чуть кунара у нас. Это вес кунара. Сейчас, давай. Ну, давай. Вот. Сейчас, давай. Вот так. Центр. Нет, ну, как-то командира посадил в Гундарах. Он повороте сейчас, давай. По центру. Вес. Айкалан девчонка. Там возложили камень под какой-то юбилей. Гагарин стоит точно на таком же постаменте, такого же размера, а Николаева там нет. Вот. Николаева нет. Поэтому мой болгарский друг, они работают над этим, они стучатся в двери кмета, болгарских Чиновников. глав регионов. Там есть уже пожелания, люди работают, мои коллеги То тоже есть есть включились поддержка. в это дело по установке этого памятника. Так что в ближайшее время вы будете свидетелями, можете даже присутствовать. Болгары нас давно ждут не только по этому поводу. Это уже третий памятник, который болгары, вернее, согласовали, они захотели, чтобы эти памятники стояли. Первый я предлагал сегодня как раз 140 лет. 140 лет, вернее, победы болгар в турецкой войне. В русско-турецкой войне. Поэтому первый был памятник, это вон сбоку стоит, это Иван Аксаков, Иван Сергеевич. Сергей Аксаков многие из нас знают, а Иван не знает. Иван настолько знаменит, честно говоря, он знаменит тем, что он был патриотом своего народа. Он как раз организовывал болгарских ополченцев, волжских болгар. Там около 2000 полегли, ушли туда освобождать братьев. В этом году как раз мы отмечаем 140 лет победы. Иван Аксаков после этой победы был выдвинут, вернее, ему предлагали болгарский престол. Вы знаете это? Нет. Это об этом не говорят. Почему? Потому что дунайские болгары нам предлагают, вернее, нашему представителю, волжскому болгарину, престол, вернее, быть царем Болгарии. Значит, тогда больше считали, что мы братья. Хотя и сейчас говорят, какие они нам братья. Ну это же бред, как это так можно относиться, черт побери. Столько людей полегло, чтобы спасти своих дунайских братьев. Да, это очень важно. Поэтому вот этот портрет, он был предложен, там тоже поработали. И место даже, там даже Ивану Аксакову улица названа, понимаете? Там напрашивается буквально перед библиотекой имени Пушкина. Там вот эти наши российские представители очень ценятся, и до сих пор там сотни памятников, хотя говорят, разрушено, ничего не разрушено, там все восстанавливают, они очень бережно относятся к этому. Так что ведь надо смело говорить. Европа, там... Поэтому... Насчет нашего великого сына одно скажу. Образ очень хорошо вывели нашего первого космонавта Андрея Григорьевича Николаева. Болгары. Как раз он полетел... В 62 году. В 62 году, да. И в августе, очень, буквально в августе. Да, вот на днях да, уже будет... По-моему, какого? 19-го, это будет достойное украшение. Даже я это считаю намного удачнее, чем у нас
Чебоксар Работает, стоит работает на там конце. мой коллега, Очень хороший, да. вернее, мой друг, можно сказать, генерал-майор Нонкоматова. Да. Она твердо заявила: Николай Григорьевич, в руководстве КМЕТа мои друзья. Написала: Николай Григорьевич, окей, будем устанавливать. Она уже дала согласие, так что я уверен, что это будет стоять там. Поэтому снова будет проблема вывести его, как сейчас мы... Там Я же бьюсь оформление, уже да? полгода, трижды писал президенту, сам лично бывал дважды у министра культуры, лично говорил, так что- дали обещание, что поддержать, помочь, даже выехать отказались. Вон у меня бумаги. Буквально вчера я получил из министерства отказ, что план работы на этот год не включен, этот памятник мы не можем вроде помочь в этом вопросе. Это же настолько... Мне стыдно перед дунайскими братьями. Стыдно, на самом деле. Они столько сделали. Оплатили 2000 евро, оплатили, чтобы бронзе отлить вот этот бюст. Ребят, давай-ка Покажи, мы пожалуйста. хотя бы Дай, здесь... дай поверни Нет, это. нет, поднимаем, ставим, он пусть снимает. Давайте, Потому давайте, что мы давайте. здесь, хотя бы здесь установим. Давай, тогда Вернее, это на по-людски. Это же бронза. Нет, не бронзовый, поднимай. Чуть голову на меня. Подожди. Поднимай, Подожди. на меня, дайте, дайте. О, это же бронза. Это железобетон. В бронзе он ушел туда, в Болгарию. Так, Юра, встань сюда. Подожди. Толя, ты сюда. Не послушал. Куда будем ставить? Сюда, наступи. Вот сюда, Сюда. А, ну надо выдержать. Ну, не переживай, это труба. О. Ставь. Я понял. О, ой. Нормально, все. Все, свое место. Так что открытие состоялось. Спасибо, ребят. Так что я буду считать вас не просто членами О, инициативной улыбается. Че, нормально. Узбек вы довольны остается. Заслужил. Такое внимание. Фронтовик, офицер, писатель. Ребята, давайте нашим зрителям из интернета расскажем, кто такой был Ильбек, коротко. Николай Ильбек, Григорьевич, вам слово. Все мы знаем Ильбек, прежде всего, славится Уражигар, книги автора. книгой «Черный хлеб». Поэтому «Черный хлеб» — это про нашу жизнь. Вот таковую жизнь, которую мы сейчас также испытываем. Мы испытываем Я что могу сказать? стыд, вернее, перед дунайскими болгарами, честно говоря. Ильбек дружил с болгарами намного ближе в те времена. Вот. Я говорил уже 140 лет тому назад, что творилось. И даже в те времена Хузангай бывал несколько раз там. Значит, Ильбек даже женился, болгарку привез, вернее, супруга оттуда, из Болгарии. Потом Санял переписывался, Юхма переписывался, дружит до сих пор. Я дружу с этими, это Маджаровы, Галя Колева. Мы часто встречаемся, и каждый раз на форуме мы с ними по-прежнему дружим, держим связь. Так что Ильбек, значит, будет стоять в бронзовом варианте в историко-культурном музее города Плиска. Это частный музей, частный культурный центр, который создал Карен Алексанян. Это болгарский меценат, известный меценат, предприниматель, который сотворил это чудо века, честно говоря. Весь мир настолько поражен его этим поступком, его миссией, который вкладывает огромные деньги и ни разу, вернее, не сказал, что он зря работает, понимаете? Много у нас богатых людей, которые трясутся, черт побери. Ставь этот памятник, он оставит после себя великое имя с этим великим человеком. Вот. Поэтому Карен Алексанян настолько велик, что и благороден. Мало таких людей. Вот надо брать пример.
Мы много говорим, вот татары, историю якобы нашу. Никто не берет другую историю, черт побери. Каждый делает свою. Шаймеева многие ругают. Я преклоняюсь перед ним. Молодец. За свой народ он столько сделал. Вот с него хотя бы чуточку брать пример нашим представителям, нашим руководителям, которые, которым мы кланяемся. Те же вопросы задаем. То же самое. Вот сегодня мы едем, кстати, я договорился о встрече с главой администрации города Болгар об установке памятника Кубрату. Вот Заслуживает там. Олег, поверни немножко сюда. Да. Вот. Так что, Валентин... Почему мы должны вот так где-то плестись на хвосте у татарских соседей, да ведь? Так, Николай, Вот это Николай Григорьевич, я хочу сказать в судьбе этого памятника. Если вы, Чебоксар, умные, мудрые чиновники, министр от культуры, президент, этот памятник уже год назад, 2 года стоит, давно стоял бы на достойном месте. Конечно. Вот хочешь подарить великого нашего, как говорится, царя Кубрата, который великий в Болгарии государство организовал, но у них развития, интеллекта, жизненной мудрости не хватает. И если Чебоксаров не хватает... Это уже подарок. Да, но этот подарок пока валяется у меня под лестницей. Николай Григорьевич, значит, пусть она стоит в Булгарах, музее заповедников, в Татарии, там люди мудрее. На любом кургане, где наши предки там полегли, где наши предки жили, на любом кургане я согласен. Мне стыдно за... Главное, что Николай, изъявили желание. Николай, мне очень стыдно за наше руководство чиновникам от культуры, которые не доходят, они знают. Юр, понятно, чиновники, получают. Может быть, отчасти правы, они говорят. Что говорят? Ну, говорят, якобы не включен там план работы туда-сюда. Извините. Ну, включай его, я год кланяюсь. Зачем? В прошлом году еще, 3 года ведь Это об этом же говорили. отписка. В прошлом году включили бы, в этом году уже Это стоял. же отписка. Но есть еще общественно-культурные организации, которые... Конгресс для чего? Вот, Конгресс. Говорим, да, встречают, Николай Григорьевич, нормально, все по рукам. Да, маршрут. Ну, Конгресс должен выдвигать хотя бы как общественная организация. А потом министерство, может быть, и прислушалось. А то я пишу сначала президенту, президент отпускает министру, министр еще дальше, и все молчат. Все. И тишина. Это их работа в этом заключается. Ну что, идем чай пить. Будем проталкивать этот памятник Булгару. Пусть стоит. Нельзя так.